Нарушение правил безопасности дорожного движения требует незамедлительного реагирования. Чтобы задержать нарушителя, инспекторам дорожно-постовой службы нужны современные транспортные средства, оснащенные необходимой техникой. Министерство внутренних дел Республики Коми предоставило в распоряжение отдельного взвода ДПС ГИБДД по Сосногорску 4 служебных автомобиля. Все они оснащены полной комплектацией, видеорегистраторами, радиостанциями, также сигнальной установкой. Камеры находятся у нас как впереди, как и в салоне, так и камера заднего вида. Автомобили марки «Лада» предоставлены взамен устаревшего, вышедшего из строя автотранспорта. Всего за последний год для сотрудников ГИБДД было 8 служебных транспортных средств. Значит, хотелось бы отметить о том, что данные служебные средства отличаются не только скоростным режимом, но и также комфортностью для самих сотрудников, что немаловажно. За 2021 год в Сосногорске правила дорожного движения были нарушены более 10 тысяч раз. 200 раз ПДД не соблюдали пешеходы, более 150 раз водители в состоянии алкогольного опьянения. Полина Бастракова, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. В Сосногорске продолжается реализация проекта «Активное долголетие». С 2018 года на базе учреждений культуры, здравоохранения, образования и спорта горожане пожилого возраста проходят обучение основам компьютерной грамотности, занимаются волонтерством, получают новые навыки в кружках по интересам. За 4 года преимущества проекта смогли оценить десятки сосногорцев. За 4 года у нас прошло более 100 человек, граждане различные, с различными проблемами. Очень много привлекли в течение прошлого года, вот, допустим, 26 человек у нас, пришли новеньких, которые начали заниматься в кружках по рукоделию, на занятиях у психолога, а также по адаптивной физической культуре. В рамках проекта «Активное долголетие» пожилые люди совершенствуют свои творческие навыки, занимаются рукоделием, соревнуются в разных видах мастерства и дарят близким собственноручно выполненные изделия. Общение здесь хорошее, девчата хорошие, пообщаемся, ну раз чай попьем, повеселимся, а дома скучно же. Также участники проекта укрепляют физическое здоровье, выходят на лыжню, занимаются скандинавской ходьбой, устраивают подвижные флешмобы. В общем, во-первых, это очень интересно, весело, компания. Во-вторых, это, конечно, очень полезно. Все суставы у граждан наших разрабатываются. Ну, это чисто медицинские показания, поэтому говорить о них не будем. Просто то, что мы общаемся во время вот таких прогулок, рассказываем новости, дружим после этого. В общем, все замечательно. Принять участие в проекте «Активное долголетие» может каждый сосногорец почтенного возраста. Для этого нужно обратиться в социально-реабилитационное отделение по адресу город Сосногорск, улица Оплеснина, дом 20, или позвонить по телефону 6 78 82. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. В Сосногорском районе стартовал предварительный сбор предложений от граждан, планируемых к реализации в 2023 году в рамках проекта «Народный бюджет». Подать заявку может любой гражданин, проживающий на территории муниципалитета. Специальные ящики для сбора предложений установлены по всему городу, в Доме культуры «Горизонт», в здании ФОКа, это 6-й микрорайон, и Обществе инвалидов в 5-м микрорайоне, а также в МФЦ и Доме детского творчества. Там же можно заполнить заявку по форме. В городских поселениях Нижний Одес и Войвож заявку можно заполнить в здании администрации. Стоит отметить, что житель, подавший заявку, станет инициатором своего проекта, то есть он будет представлять его на собраниях граждан. Также при подаче заявок необходимо учитывать, что в первую очередь будут рассматриваться инициативы, соответствующие определенным критериям. Это высокая актуальность проблемы, количество собранных подписей в поддержку проекта, охват людей, которым поможет инициатива и так далее. После окончания предварительного сбора все заявки от жителей будут проработаны соответствующими отделами администрации на предмет возможности их реализации. При необходимости мы свяжемся с гражданами, подавшими заявку, для уточнения информации. Поэтому мы убедительно просим жителей оставлять свои контактные данные в заявках.
Сбор предложений продлится до 1 марта. По всем интересующим вопросам можно обращаться в отдел экономического развития администрации по телефону 5 44 72. Стоит отметить, что в прошлом году было реализовано 9 народных проектов. На этот год намечено 14. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск.